Еще 6-7 лет назад этот канал на улице Исмурзиева представлял собой одно из русел реки Назранки, а сейчас даже подумать сложно, что местные жители здесь когда-то ловили рыбу и водили невест к нему. Слив сточных вод, бытовой строительный мусор превратили некогда чистый родник в болото, что не могло остаться незамеченным. По поручению главы Ингушетии компетентные органы совместно с председателем правительства Русланом Магагеевым провели рейд. Стоило пройти лишь пару метров, как обнаружили первое нарушение. Канализационная труба, выведенная из одного дома, стекает прямо в канал. Вопрос сразу же возник в местной администрации. Те, в свою очередь, несколько раз делали замечания жителям дома, но проблема так и осталась нерешенной. Руслан Гагеев отметил, что нужно составить протокол о нарушении, а трубу демонтировать. Стоит подчеркнуть, что проблема загрязнения реки Назранка является одной из самых актуальных в республике. В последние годы Комитетом экологии был проведен большой фронт работы. Так, в 2017 году результат рейдов позволил демонтировать более 100 канализационных труб, 7 незаконных ограждений и ликвидировать более 20 навалов в водоохранной зоне. На этой улице во время строительства мечети был демонтирован и заново смонтирован мост с восстановлением свободного протока воды. Более того, совсем недавно на территории канала полностью очистили мусор, но сохранить чистоту места не дают местные жители, для которых река превратилась в мусорную яму. Многочисленные замечания не привели к желаемым результатам. К ним, по словам председателя правительства, необходимо применить более жесткие меры. Администрация обращается, ты в свою сторону обращаешься, и все, и прокуратура начинает работать. Я штрафую еще и... Вплоть до наказания. Следующий пункт проверки – одно из ответвлений Алханчурского канала, где ведется строительство станции технического обслуживания. Здесь обнаружили сразу несколько нарушений – выброс строительного мусора и незаконное ограждение канала. Сначала в водоохранной зоне выбрасывается строительный мусор, потом по предписанию надзорных органов или администрации это все засыпается уже землей. На этом участке уже следующим этапом ставится ограждение из сетки, потом появляется забор. И вот такая история продолжается уже много лет в последнее время. Это все главой республики поручено исправить. Как отметили в местной администрации, стройка на этом месте законна. Все необходимые документы у застройщиков имеются. По их словам, на прошлых выходных здесь были обнаружены сбросы мусора, но в кратчайшие сроки они были ликвидированы. И все же некоторые проблемы остаются нерешенными, и этот рейд помог их выявить. Насыркорт зона Насыркорта или есть документы, где юрисдикция. Например, ханзвайлат метик дуана Алханчурс ответвление Алханчурс канал указано юридическое ответственное лица чьи полномочия способы взаимодействия дуан хаваша дела тхуни бог абла кесбе давахавтан президент правительства хастун атахуд с бог обед. После завершения рейда в администрации Насыркорта провели совещание, на котором председатель правительства озвучил все найденные нарушения и дал поручение всем компетентным органам составить план по их устранению. Дана Плиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.